На старт приглашается спортсмен из Туркменистана Бигларян Николаевич на лошади по кличке Берекет. Впервые за последние 15 лет в Казахстане прошел этап Кубка мира по конному спорту на травяном покрытии. Посоревноваться за путевки на финальную стадию мирового первенства в Алматинскую область приехали 40 спортсменов из 5 стран. За 3 дня этапа будет разыграно 6 кубков по конкуру, включая Кубок президента республики. Казахстанцы олимпийским дисциплинам конного спорта традиционно уделяют меньше внимания, чем призовым скачкам, байге. Не хватает опытных наездников, судей, наставников, но основная проблема, по словам руководства федерации, нехватка подготовленных чистокровных лошадей. К примеру, по сегодняшнему уровню в Центральной Азии лошади для конкура стоят в среднем 15 тысяч долларов США, а на больших мировых стартах выставляют жеребцов стоимостью и в 1 000 000 евро. Есть частные клубы, да, там есть центр олимпийской подготовки, да, где есть эти лошади, но это тяжело доступно это все. Ты должен либо за свои деньги купить лошадь, да, на ней, либо ты должен там убедить кого-то тебе купить, либо пойти там сам идет спортсмен и убеждает кого-то в том, чтобы дай мне эту лошадь, я на ней буду прыгать. То есть труднодоступно. Количество лошадей у нас не является достаточным, то есть нужно все равно докупать. С такими проблемами сталкиваются спортсмены и в других странах Центральной Азии. Государственных денег не хватает зачастую даже на форму и амуницию, которая полностью покупается за рубежом. Только одно седло для конкура стоит минимум 1000 евро. Владимир Шмелев, чемпион Узбекистана, занимается конным спортом 12 лет. Он говорит, что для достойного результата требуются серьезные спонсорские вложения. Я выступаю на спонсорской лошади. Этот спорт очень такой, как бы, дорогой, и из-за этого без спонсоров никак. А каким образом, когда вы начинали заниматься, как вы? Я занимался в спортивной школе государственной. Оттуда уже, как бы, когда научился, спонсоры стали появляться. Этот конно-спортивный клуб выкуплен и реконструирован национальной компанией «Казмунайгаз» в рамках социального проекта. База в большей степени ориентирована на конное поло, подготовку спортсменов и проведение соревнований. Но руководство клуба рассчитывает на то, что наряду с профессионалами комплекс будет использоваться и любителями. Для этого построена общественная конюшня на 70 голов и спортивная школа. Если у вас нет лошади, ничего, есть только желание. Значит, мы даем тренера, прикрепляем инструктора, он начинает обучение вас. Если у вас нет формы, значит, мы будем обеспечивать формой вас. Значит, второй вариант. Если у вас есть лошадь, вы хотите ее поставить, нет проблем. Ставим лошадь на полный пансион, начиная от кормежки, лечения, ковки и все. Среди недели вы работаете, в субботу-воскресенье вы только можете приехать. Среди недели наш сотрудник эту лошадь работает, чтобы она не стояла. Руководство Казахстанской Федерации рассчитывает на то, что конное поло может быть внесено в программу Олимпийских игр в 2020 году и готовит базу для будущей национальной сборной. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.